Хотите знакомых удивить, как расколоть дровишки? Они не смогли, а вы сможете. При ударе очень много там, шматки такие, сала. Отделяете, и при ожогах вам поможет этот жир. Это дедовский метод лечения, так скажем. Навалил Тулану каши, полную миску. Съесть я еще добавлю, и миска у него всегда будет полной. Посмотрим, какой день будет завтрашний. Сегодня добыли 2 уток, а завтра уже будем охотиться на бурую птицу. Вот так же и сейчас вот мне хочется рвануть за болгаркой и все это дело исправить. Свой косяк. Это мой косяк. Я услышал ваши, как сказать, советы. И Черница зайка. Мой. Тулан. 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 Мой. Мой. Умган. Умган. Черница зайка. Видели? Солна морква черница. Ulan. Ulan ha. Bizden ruhtan. Oy. Oy ne? Ne malısın sen? Kodunu da malı. Kodu da malısın ha. Хотите знакомых удивить, как расколоть дровишки? Они не смогли, а вы сможете. При ударе, когда уже ваш колун или топор доходит до полена, вы автоматом вот так летит, и когда прикасается, чуть-чуть наискосок делаете. И она легче потом, легче расколоть. Видите? Если я прямо ударю, он как бы воткнется и застрянет там, ваш топор. А наискосок у вас топор падает вот так. Поняли? Но это для тех, некоторые спрашивали, как ты, говорит, Олег, колешь дрова, интересно. Но я уже в каком-то фильме это я показывал, рассказывал. Видели? У меня не колун. Как сказать, на меня даже некоторые подписчики смеялись, что я топором рублю, а колуна нету, не купил или еще много чего там пишут интересного.
Но я умудряюсь и обычным топором, вот такой обычный топор, расколоть вот такие чурки. И у вас это также получится. Видели? Да и елка прямо слойная, хорошая. Да и с сучьем, без, да, хоть какая, все равно вы расколите. Видели? Вот так вот. Это и есть таежный быт. Заготовка, подготовка. Да, Тулан? Смотрите, сколько жира в этой утке. Вон, прослойка такая. И знаете, очень мощная у уток кожа. Прям пули не пробивают, дроб не может пробить эту утку. Приходится по нескольку раз стрелять в них. Ну, я не стал ощипывать их. Они слишком жирные. Смотрите, сколько жира еще у них остается. Вот. Перебор жирные. Одну утку разделаю и завтра сварим суп. А вторую утку пока оставим. Вот смотрите. Как у медведя. Осеннего медведя. Мощь. Очень много жира. Если с кожей все это сварить, знаете, как свинина будет. И очень жирная тоже, скажу вам, не очень полезно. Ну, кожура очень хорошо уходит. Вон смотрите, сколько жира остается. Вот. Мощная утка, конечно. Очень крепкая утка. Самая крепкая, наверное, из всех уток. Ну, примерно так. Вот так туша остается чистая. Не надо ничего потом на огне ошпаривать ли, как сказать, ну одним словом, так быстрее и легче. О. Можно чучело сделать. Вот так. Смотрите как. Сколько жира. Ё-моё. Как куница, блин. Еще хочу добавить, ребят, кто не знает, может многие знают, но есть, которые вообще ни в теме не знают. Вот охотники на уток, вот смотрите, сколько жира, вот. Вы этот жир просто отделите от уток и в банку от майонеза туда собирайте. И поставите там комнатная температура, сам по себе он будет таять. Или в холодильнике, или где-то на полу. Но лучше в холодильнике в Гараена. И сам по себе он будет, как сказать, растает нужное количество. И, скажем, при ожогах, вот вы где-то обожгли вот палец, руку,
Просто этим жиром вот намокаете вот, или как же, ну, мажете вот рану, можете. Очень хорошее лекарство, утиный жир. Имейте в виду. Вот. Просто вот весь этот жир из кожуры, вот задней части у многих уток, прям очень много там, шматки такие, сала. Отделяете, и при ожогах вам поможет этот жир. Это дедовский метод лечения, так скажем. Да. Ну вот, ребят, я уже готовлю ужин. Ну, скоро уже начнет темнеть. В принципе, все еще кружусь, как белка в колесе. Заготовил на несколько дней дрова. Варю суп. Вот. Быстрый суп. Пачковый суп. На завтра поставил утку. Вон там жирная, как свинья, утка у нас. Сейчас Тулана тоже накормлю. Ну, там каша уже остывает у него. Вот. Также я лазил в чердак туда. Там, короче, стыковка. Посмотрел стыковку, где труба. Да, Тулан? Буксует. Как человек разговаривает. Тулан. Тулан. Он на цепи. Ему тут хорошо. Ну, пока так. Сейчас уже будем готовиться к ночлегу. Отужинаем хорошо. Костер. Смотрите. Мангал. Каждый год здесь устанавливаю возле избы, прям на выходе. Не надо далеко уходить. Сейчас безопасно. Все сыро. И сегодня день даже солнце не выглядывало. Какой-то пасмурный вообще. Целый день такой был. И штиль, полный штиль. Птиц мало. Рябчика вообще ни одного свиста я не слышал здесь, поблизости. Бывает там везде кругом свистят, а здесь в этом году почему-то тишина. Вот. Навалил Тулану каши, полную миску. Съест я еще добавлю, и миска у него всегда будет полной. Но не обижу, так скажем. Не буду я экономить на собаке, там раз в день кормить, там вообще не кормить, чтобы больше искал. Никакой роли не играет. Собака должна быть сытой, будет больше работать. Это как человек. Если человек не съел, у него нету сил.
Собаке тоже надо кормиться хорошо. И самое питательное, вкусное для него это каша. Вот так вот. Ладно. Больше показывать, как я кормлю собак, не стану. Много учителей в комментариях. Чуть-чуть горячий еще каша, вот, осторожно ест. Вот. Я уже занес чайник, кастрюлю. Утка уже... О, утка тоже закипела уже, вон. Хорошо. Там угли хорошие, смотрите. Класс. Ну вот, ребят, день заканчивается. Сегодня 2 октября. Сейчас буду ужинать. Наваристый вкусный суп. Утка на костре. На ночь я занесу и поставлю на печку. А сейчас пока он на огне. Ну, нормально. Сейчас еще побродил с ружьем. Кружок такой. Но только что пришел. Сейчас время без 15:06. И ну, на улице уже темно все. Пришел без фонарика, но уже темновато. Побродил. Ни одного взлета, ничего я не услышал, не увидел никого. Собака тоже, Тулана тоже брал с собой. Никого не поднял. Но поздний вечер, может из-за этого уже, ну, птица может сидит на дереве и вообще не шелыхается. Не слышно, не видно его. А может и нету их. Посмотрим. Через 4-5 дней я уже точно буду говорить, кто тут есть, стоит тут долго задерживаться или быстро сматываться. Одно из двух будет. С первой избы я охотился, там рябчики есть, и немало. Здесь, на первый взгляд, вот что сейчас я, сегодня, вот целый день, считай, плыл на лодке, ну, шли на лодке, 3 штуки на рябчика видел. И возле избы, сколько времени я провел, тишина, никого я не услышал. Посмотрим, что завтра будет. Много снимать не буду первые дни, так как я буду экономить карту памяти. Если я начну все подряд снимать, мне охота сегодня уже, сегодняшний день заснять, там гигабайты мне хватит. Буду экономить. А уже, как сказать, ну, по ходу событий вообще. Будет что-то интересное, буду обязательно включать. Если ничего интересного, однообразного, я просто буду ходить, искать. И без съемок. Примерно так. Ну вот, и сегодня уже пора, наверное, заканчивать. Сейчас я попробую суп. Хочется уже, ну, за целый день я тарелку творога съел. И все. Больше ничего. Один раз еще без хлеба чай попил и кофе. Вот. А сейчас уже я буду мощно, плотно, как всегда, ужинать. И 6 часов. Блин, рано еще, конечно. Но уже... Я думаю о сне.
буду спать. Вкусно. Ладно, ребят, встретимся завтра. Посмотрим, какой день будет завтрашний. Сегодня добыли 2 уток. А завтра уже будем охотиться на бурую птицу. Посмотрим, что есть в наших лесах тут. Все увидим. Все, пока. Я ужинаю и спать. Вкусно. Как всегда. Всем привет, ребят. Утро 3 октября. Только что проснулся. Ну, как только что. Где-то полчаса уже назад, наверное. Сейчас 5 часов 5 минут. 5 минут. 10 минут 6 уже. Рассветает потихоньку. Да, уже рассветает. Начинает рассветать. Выспался хорошо. Я, знаете, в 7 часов лег вчера вечером. 12 часов проснулся, уже я выспался. Потом попил чаек и снова лег. Вот. В принципе, нормально. Один раз подкидывал дрова, одна полена вот такое подкинул. И да вообще, хоть не подкидывай. С вечера подкинул, скажем, 3 полена таких. Можно и до утра не смотреть на печку. Вообще, жар держит хорошо. Но, ребят, в этой печке весенний минус еще остался. Я не справился, я ничего не смог сделать. Это только исправит болгарка. Свою ошибку я буду исправлять. Привезу болгарку и станцию, электростанцию, чтобы трубу срезать в одном месте и перевернуть одну часть трубы. Короче, конденсат, что я показывал весной, вот, и сейчас я немножко тоже покажу вам. Конденсат, где у меня стыковка, где щелина, конденсат с трубы вытекает и по трубе идет на печку. И, ну, понятно, если, скажем, дождевая вода, ничего страшного. А этот конденсат с запахом деготи, смолы, и в избушке уже запах тяжелый становится, так скажем. Я жду не дождусь. Мне хочется просто сейчас рвануть и пойти за болгаркой пешком. Как у меня был один случай, когда еще этой избы не было, мы охотились в старой избе, в стороне которой. На охоте у меня заболел зуб. Вечером мы пришли, скажем, с промысловой тропинки, скажем, с промысла вернулись с напарником. У меня заболел зуб. Так, верхний вот этот. У меня там еще осколок есть. Вот там. И было не втерпешь. Я думаю, сейчас... Я напарнику говорю, я сейчас оденусь и пойду домой пешком. Говорит, куда ты собираешься вечером? Говорит, давай, говорит, дождемся утра и поедем на лодке. Вот так же и сейчас вот мне хочется рвануть за болгаркой и все это дело исправить. Свой косяк. Это мой косяк. Я услышал ваши, как сказать, советы. И опять же вы правы. Некоторые подписчики, кто советует. И я сделаю по вашему совету. Это как бы у меня сейчас, скажем, труба, вот стоит труба, вторая труба заходит внутрь, вот так. Подожди. Да, вот так. Подожди. Обманываю же я. Нет, у меня труба вот так стоит, сужена вот так же, как и эта банка сужена. Вторая труба заходит вверх, вот так. Но вот с внутренней стороны конденсат проходит и обходит эту трубу и выходит вот здесь, вот в эту щелину. Сейчас я все это буду исправлять. Вот это я срежу, вот этот сужение срежу болгаркой.
и уже трубу воткнул туда, чтобы конденсат действительно, чтобы туда шел. А вот я думал, у меня будет дым через щелину идти. И это действительно можно герметиком замазать. Да, я много думал, очень много. И сейчас, в данный момент, я ничего не могу исправить, понимаете? Ничего. Я там уже глиной, там что только не делал. И вечером вчера уже в темноте я уже не стал снимать. Не хочу я эту тему, конечно, много раз затрагивать, но есть этот минус, и мне надо устранить. Вот. Просто у меня нету никакого материала, чтобы здесь вот что я мог сделать. Просто вода вот просачивается через глину, просачивается через... Ничего не удерживает, ничего. И вот он между жестью там есть щелина, там тоже проходит и до печки доходит. Сейчас я покажу, как все это выглядит. Ну там я стараюсь как бы стараюсь я все время, ну вон, видите, что творится. Хотя там уже песок, глина там утрамбована, бесполезно. Все время так я... Сейчас печка горячая, и он как бы приостановился. Вот видите, как все это идет вниз. Вот это мой косяк. Просто я не знал, что может случиться, и это случилось. Здесь у нас, получается, варится уха. Ой, блин, сказал же. Варится утка. Тут чайник, наверное, еще не закипел. Вот. Ну, примерно так, ребят. Вот так вот. На улице. Глянем, как погода. Погода шикарная. Дождя пока нету. Тулан в будке лежит. Пасмурно, конечно. Птицы поют. Видите, пар. Прохладно.